В эфире новости в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Тепло в каждый дом. Новая котельная в Барагонцах готова на 70%. Жители села скоро забудут о проблемах с отоплением. Серебро и бронза в копилке Якутии. 36 якутских борцов сражались за победу на чемпионате России по вольной борьбе. Амгинские спортсмены получили благословение перед играми Манчары. 80 атлетов готовы представить свой улус на престижных соревнованиях. Годовой объем северного завоза в Якутии составляет 1 миллион 382 тысячи тонн, что составляет почти 40% от общего объема по всей стране. Об этом доложил глава Якутии на совещании президента России. На сегодняшний день уже завезено более половины. Со слов Айсена Николаева, из общей потребности в 39 миллиардов рублей на доставку груза профинансировано 29 миллиардов 2 миллиона рублей. Он предложил механизм субсидирования части процентной ставки по коммерческим кредитам участникам северного завоза для государственных и муниципальных нужд в размере 3/4 ключевой ставки Банка России. После почти двухлетнего простоя домостроительный комбинат в Якутске вновь приступил к работе по выпуску строительных панелей. После пошедшей модернизации производства и изготовления конструкций для строительства стало дешевле и быстрее. Сейчас завод полностью работает на нужды строительства в микрорайоне Звездный. В этом году из конструкций завода будет возведено 6 новых домов. В день на заводе формируется примерно 60 кубометров бетонных изделий. Конец июня. Заформовано, получается, на первый объект у нас 32% изделий. Уже на стройке пошел процесс забивки свай. Поэтому, надеюсь, через месяц мы уже начнем изделия отправлять на объект. Потихоньку укомплектовываем штатное расписание сотрудников. Около 90 человек сейчас работает. Ждем еще поступления новых работников. В Якутии начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего в этом году по республике запланированы работы по 181 жилому комплексу. В список капремонта входят починка крыши, фасада, фундамента, а также осмотр и обновление системы отопления, канализации, электро- и водоснабжения. В городе Якутске по программе отремонтируют 51 дом. Так, впервые работы уже начались по дому на улице Федора Попова. Работники подрядной организации разрушают старобетонный фундамент, проводят усиление свай спецраствором. В последующем на месте старого фундамента будет залит новый. Помимо города Якутска у нас работы ведутся в городе Нерюнгри, в Мирнинском районе, Алдан, в Хангаласском улусе, ну и в северных районах. Ну и в других районах республики тоже ведутся работы. На июль месяц в данное время работы ведутся, в основном у нас в летнее время проводятся работы, тем более такие как теплоснабжение. Мы планируем до сентября месяца завершить эти работы. Согласно протоколу Министерства ЖКХ, графики соблюдаются на сегодняшний день, учет ведется. В селе Барагонцы продолжается строительство квартальной котельной по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Ввод данного объекта заменит работу сразу 3 котельных в центре села. Строительство ведет компания «Инженерные сети» из города Новосибирска. В данный момент объект готов на 70%. Так проведены инженерные сети на 2,5 километра. Привезены модульные теплопункты. В строительстве заняты и местные строительные бригады, которые занимаются проведением и установкой систем отопления. Отличие котельная «Восток-1» и «Запад-2», да, это в первую очередь по мощности. Там было порядка 18 мегаватт мощности, 6 котлов. Здесь у нас 8 котлов и общая мощность 24 мегаватта. На данной котельной будут минимизированы выбросы золы за счет того, что доработаны золоуловители, это очистка вот именно дымовых газов.
60 лет назад в республике основали нейрохирургическую службу. С тех пор медицинская наука ушла далеко вперед. В честь юбилейной даты в Якутске стартовала конференция, где врачи обсуждают последние достижения в малоинвазивной спинальной хирургии. За 2 дня опытом в диагностике и лечении обменяются около сотни медиков. С докладами выступят специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы и Иркутска. Также хирурги покажут якутским коллегам мастер-классы непосредственно в операционных. Сегодня у нас 2 операции 2 разными методами. Монопортально через 1 порт и бипортально через 2 порта. Будем устранять стеноз, то есть сужение позвоночного канала, и удалять грыжу. Эта технология, когда мы избегаем больших разрезов, делаем все через проколы, позволяет обеспечить быстрое восстановление и лучший функциональный результат. То есть пациент может в день операции вставать, ходить, сидеть, и на следующий день мы их отпускаем домой. То есть, несмотря на такой большой объем операции, восстановление очень быстрое. Сборная Якутии по вольной борьбе вернулась с 2 медалями с чемпионата России, проходившего в Москве с 26 по 29 июня. В соревнованиях участвовали более 300 борцов со всей страны. Якутию представляли 36 спортсменов. Александр Авилов завоевал бронзу в весовой категории до 61 килограмма, уступив в четвертьфинале чемпиону мира Завуру Угуеву. Константин Капрынов в весовой категории до 70 килограмм выиграл серебро, уступив в напряженном финале со счетом 8-8. Итоги выступления сборной Якутии обсудили на пресс-конференции в столице республики. В финале Константин Капрынов проиграл, выигрывая 6-2, проиграл 8-8. Это в таких схватках надо обязательно выигрывать, потому что это тактическая борьба была. Поэтому мы чуть-чуть тактически, я думаю, выступили. А так-то вот из 10 весовых категорий 9 золотых медалей завоевали сборная Дагестана. И вот именно в 70 килограмм вот наш Константин Капрынов лидеров сборной Дагестана убрал. То есть чемпиона мира Рашидова и чемпиона Европы Курбана Ширяева. Огонь игр Манчары, которые пройдут с 7 по 12 июля в Татинском улусе, встретили на границе Чурапчинского улуса. Его сопровождали известные бегуны, мастера спорта России по легкой атлетике Екатерина Драгунова, Владимир Тардуянов, Владимир Находкин, победительница многих республиканских соревнований Александра Махначевская и другие. Для Чурапчинского улуса, известного своими спортивными достижениями, это событие имеет особое значение. Как бы все мы знаем, для нас игры Манчары, для якутов являются нашими Олимпийскими играми, которые пройдут с 7 по 12 июля в священном месте Татинского улуса, где со всех уголков нашей необъятной республики переедут все районы, городские округа. Кроме того, сегодня в Амге прошел традиционный обряд Алгыс, на котором спортсмены получили благословение перед поездкой на игры Манчары. Сборная района, завоевавшая 80 путевок во всех видах спорта, представит все населенные пункты улуса. Среди участников гордость сборной чемпиона мира Анатолий Баишев и его дети Татьяна и Егор Баишевы. Дмитрий Неустроев, а также победители игр Дегына Леонид Филиппов и Борис Движков. Спортсменам пожелали успешных выступлений и новых побед. Получили 80 путевок по разным видам, по всем видам спорта, но, к сожалению, в этом году, в этой спартакиаде мы наименьшее количество получили по гиревому спорту. У нас 1 путевка. Спорт, надеемся, в будущие годы еще усилить в этом направлении работу. Да? По всем видам спорта у нас шансы есть, зачеты дадим. Надеемся на призовые места, конечно, спортсмены сильные духом. Сегодня вот под руководством главы нашего района проводим обряд Алгыс и будем презентовать форму. В Нерингре сегодня в течение всего дня встречают гостей делегации Сеха Лонхо. В национальном празднике ожидается участие более 15 тысяч человек, в том числе около 2000 гостей из всех районов Якутии. Подробнее в сюжете наших коллег из Нерингра. Встречи гостей и участников национального праздника торжественно проходят на железнодорожном вокзале, в аэропорту и на въездном скульптурном комплексе Алан-Хасуд. Мы надеемся, что нашими совместными усилиями и нашим общим настроем позитивным Эссе Алан-Хо в 2025 году станет самым необычным
необыкновенным и удивительным за всю историю. Национальный праздник впервые проходит в Нерюнгринском районе в год 50-летия города Нерюнгри, а также в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне, что придает мероприятию особую символичность и историческую глубину. Это самый большой наш праздник якутский. Я представитель культуры, являюсь директором Мбу-Бедигинской центра. А так с Улуса у нас где-то 60 человек приехали некоторые. Из нашего наследия Альтовского Усалданского района еще прибудут 6 человек. Я буду участвовать на 3 соревнованиях Олонхо, конкурс Олонхо, да, еще запевала осохой и народным пением. Гости прибывают из разных уголков республики. Для многих из них это первый визит в столицу Южной Якутии. Мы никогда не бывали, вот сегодня первый раз приехали. Очень ожидали, хотим победить. Фольклорный ансамбль «Аллан», детская группа 25 человек приехало, из них 20 детей. Некоторые делегации приехали на несколько дней ранее, расположились на местах размещения в оборудованных комнатах образовательных учреждений и сегодня ведут активную подготовку к празднику. Заселились вчера, приехали вчера вечером поздно, все показали, установку дали, кормят нормально. Вкусный завтрак. Сегодня подготовительная работа, вечером будем уже на этнокомплекс поедем, Тастах, да? И там будем открывать Тюшульге запевала сохой, Тюшульге Крымпа. Ну, будем принимать активное участие. Впереди большая культурная программа «Исэх Аланхо-2025», которая непременно станет незабываемым событием для жителей и гостей столицы Южной Якутии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Московском театре у Никитских ворот впервые показали этномюзикл «Багровое солнце» «Кычылкюн», постановка театра эстрады Якутии. Зрители увидели настоящий микс якутских легенд и сказок. На сцене ожили духи огня, воды, земли. Казалось, все силы природы пришли на помощь главной героине Тулук. Она спасалась от врагов. В пути девушка следовала традициям предков, обрела верного друга и возлюбленного. Постановка шла 1,5 часа на якутском языке с русскими субтитрами. Артистов сопровождала живая музыка, зрительный зал был полон. Это необычное и этническое, и какое-то такое ваше самобытное творчество, которое в то же время является профессиональным театральным искусством. Такая уникальность, талант соединить и вашу самобытность, и классическое мюзикловое начало. Я думаю, своей самобытностью, своей яркой игрой, внутренним миром, потому что для нас это экзотика, честно. К этому часу это вся информация. Ну а с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.